Алло. Камила, ты где? Я тебя уже 15 минут жду. Ты что, спишь? Блин, проспала, выезжаю. Так, Кама, еще 3 минуты, и я еду домой. Ничего не говори. Я все знаю. Я очень плохой человек. Ну что? Ну, ты вызвалась мне помочь, а я, как всегда, опоздала. Ну ладно тебе. Я вчера с работы вернулась, ну никакая. Села дошивать платье и отключилась. Ну, проспала я, с кем не бывает. Камила, ты меня попросила участвовать в твоем модном кастинге, так? Я работаю менеджером в ночном клубе и ухожу домой оттуда в 4 утра. Сегодня я спала всего 3 часа, но встала, накрасилась, уложилась, чтобы прийти вовремя. Для твоего модного кастинга. Ну, Аид, я тебя очень прошу, давай уже пойдем. Мне еще на работу надо успеть, и я уже на этой неделе 2 раза опоздала. Тебе еще раз объяснить, почему мы опаздываем? И кто в этом виноват? Я виновата. И я сошью тебе новое платье. Пошли, мелкая взяточница. Привет. Так что там за серьезный разговор в такую рань? Повторите, пожалуйста. Американо, без сливок. Слушай, для меня это сложно, и вообще дел сегодня не в проворот. В общем, я решила переехать в Москву. Не понял. Какую Москву? В город Москву? Конечно, в город Москву. Билеты уже взяла, вылет послезавтра. Подожди, а к чему такая спешка? Давай нормально обсудим, взвесим все. Ты не понял. Не мы, а я. Только я еду. Тебе и не предлагаю.
Я ж знаю, ты все равно не сможешь, ты не будешь маму расстраивать. А мне надоело постоянно оглядываться на тебя и тянуть нас обоих. Москва, сам понимаешь, слезам не верит. Подожди, а что случилось? Зачем уезжать? У нас же все хорошо. Это у тебя все хорошо. Тебя здесь все устраивает. А мне надоело бессмысленно жить в этом маленьком провинциальном городке. Я простора хочу. Чтобы не пожить, поесть, пропить. А так, чтобы закинуть в рюкзак пару футболок и джинс. И сорваться в Европу на поезде, понимаешь? Мы же ездили в прошлом году в Турцию. Да не в этом дело. Вот ты к чему-то стремишься? У тебя есть мечта? Есть. Быть с тобой, ходить на работу и приходить домой, где меня ждут. Да ты хоть месяц где-то проработал нормально? Хоть какое-то дело до конца довел? Так дело в работе, в деньгах? В этом все дело. Да при чем здесь деньги? Мне в Бишкеке тесно, я энергию свою растрачиваю просто в никуда. Ну какие у меня здесь перспективы? А как же наша любовь? Бигджан, любовь это здорово, но жизнь она не решает всех проблем. Я хотела, чтобы мы делали что-то общее, росли вместе, шли вперед, но ты не хочешь менять свою жизнь. И вообще я давно поняла, что я одна. Поэтому извини, но мы не можем с тобой больше встречаться. Алло, Салам, Дэн, как дела? Салам, нормально, брат. Я сейчас занят немного. Что-то срочное? Ну, как сказать. Очень нужен дружеский совет. У меня тут беда небольшая произошла. Может, встретимся? Конечно, давай встретимся. Только я без машины. Может, ты сам подъедешь? А ты где? Да я тут недалеко. На мельнице одной. Мельница? Ну, хорошо, давай приеду. Это новый, я сказала бы, свежий взгляд на этнику в фэшн-дизайне. Я постаралась придумать уникальную интерпретацию традиционной одежды наших предков. Уникальная интерпретация. Дорогая моя, эту вашу уникальную интерпретацию уже 20 лет наши дизайнеры эксплуатируют. Есть что-нибудь другое? Желательно не такое уникальное. Ну, мне сказали принести только одну готовую работу и эскизы. Я могу показать вам эскизы. Это Индира Исаева. Она составляет рейтинг лучших молодых дизайнеров нашей страны. Она всегда такая напыщенная. На самом деле она очень крутая. У нее есть своя фабрика. Одно ее слово, и я бы уволилась из своего банка и пошла бы к ней работать. Кем? Да хоть рабыней. Блин, с работы звонят. Кто из вас Камила Аденова? Я. Вы опоздали. Вместо вас пустили другого дизайнера. У вас все готово? Да. Вы модель? Проходите, переодевайтесь. А вы готовьте эскизы и презентацию. Спасибо. Аргенчик, пойдемте кофе попьем. Пойдемте. А куда они уходят? Они уходят на кофе. А надолго? Вообще-то никто здесь не должен отчитываться по собственному графику. Но раз вам так интересно, на 45 минут. Так долго? Извините, я просто очень-очень опаздываю на работу. Какая жалость. Но вас здесь никто и не держит. Я, конечно, очень боюсь, что ты меня сейчас убьешь, но у меня к тебе одна просьба. Мне срочно нужно бежать на работу. Вот мои эскизы, вот мое платье. Ты что, издеваешься? Ну,
тебе не надо будет ничего презентовать. Скажешь, что дизайнер разволновалась, ей стало плохо, и она ушла домой. Но если вам понравится, то Камила Аденова придет в любое удобное для вас время. Значит так, Камил, я сейчас иду отсыпаться, я не уверена, сколько еще пройдет времени, прежде чем я начну с тобой общаться. Ну, я сошью тебе пиджак. Камила, нет. Ну, пожалуйста, с меня еще один. Камила. Я этим очень серьезно занимаюсь. У нашего бизнеса очень важная миссия. Агробизнес – это передовая индустрия во всем мире, Байке. Экология под угрозой. Всем нужны органические чистые продукты. Кстати, это мой партнер Бигджан. Как там тебя это зовут? Даньяр. Даняр. Мне все равно, какая там у тебя. Как ты говоришь, миссия, да? Ты просто скажи, 50 тонн зерна когда можешь сюда завести? Сейчас приедет мой старший агроном, это он на полях работает. А вы предоплату 20% поставить сможете? Мне надо это обсудить с братом. А вы пока погуляйте. Нафига ты приплел, что я твой партнер? Че за мутки? Да я деньги в покер проиграл. $5000. Сумма небольшая, но отдать срочно надо. А пшеница тут при чем? Да это случайно получилось. Я с утра купил газету с объявлением, начал прозванивать продавцов пшеницы. Алло, вы продаете пшеницу? Почем? А потом прозвонил тех, кто хочет купить пшеницу. Алло, я продаю пшеницу? Какой объем вас интересует? Обзвонил 20 человек и нашел 2 людей. Один хочет продать 50 тонн. Ну, я сделал свою наценку и позвонил тому, кто хочет купить 50 тонн. Еще пару таких операций, долг закроет сам по себе. Гениально, да? Наверное. Не знаю. Зачем ты ему наврал про старшего агронома какие-то поля? Умение создать эффект – это основа любого бизнеса. Тихо, мельник идет. В общем, я поговорил с братом. Сейчас проедем на твой склад. Если все так, как ты говоришь, то отдадим предоплату сегодня. Ну и отлично. А вот, кстати, наш агроном едет. О, Вот это совпадение. А я тебе уже месяц сижу. А ты вот сам мне попался. так мы же переехали. Вот, мельницу открыли. Вижу, большая мельница. А я к тебе уже месяц не могу дозвониться. Слушай, я телефон потерял со всеми номерами. Слушай, а ты у Даняра работаешь? У какого Даниара? Вот это. Я сам свою пшеницу выращиваю. Как? А ты еще мне лапшу на уши навешал, а? Про агронома придумал там. Про миссию рассказываешь. Ну-ка, пойдем, отойдем, поговорим. Господа, произошло небольшое недоразумение. Я рад, что вы встретились. Но нам надо ехать. Пик, поехали. Таким злым шефа я давно не видела. Мне кажется, он тебя сильно орет. Уж лучше б наорал. Целый час будет нудеть мне монотонным голосом. А я буду молча кивать головой. А что это за пиджак на тебе? Где купила? Только не говори, что сама шила. Было 2, стал 1. Потихоря дедушкин перешила. Слушай, ты что еще забыла в этом банке? Тебе недели моды покорять надо. Милан, Париж, Нью-Йорк. Ты ж прирожденный дизайнер. Тем более, кредитные специалисты сидят так себе. Я тебе честно скажу. Ну, спасибо. У меня в этом офисе очень высокая самооценка. Слушай, ну ты не обижайся. Я ж тебе искренне говорю. Будь у меня хоть половина твоего таланта, я б давно свалила. Придумала б свой бренд и создавала бы коллекции. А у тебя что коллекция? Предупреждение за опоздание на работу.
Легко сказать. Попробуй моих родителей убеди. В том, что дизайн — это тоже работа. Да и не работа это вовсе. Так, хобби. Да, Аденова, зайдите ко мне и захватите договора с корпоративными клиентами. да, конечно. Так, где договор? Ну что еще? Значит так. Спокойно. Идешь к нему в кабинет. Молча соглашаешься на все, что он тебе скажет. Потихоньку кладешь к нему договор на стол и быстро уходишь. Поняла? Поняла. Давай. Вперед. Только это, пиджак оставь мне в наследство, если вдруг он тебя убьет. Стиляга. Камила, скажите мне честно, вы хотите уволиться? Вы хотите меня уволить? Я хочу вас понять. Если у вас нет мотивации приходить на работу вовремя, выполнять ваши трудовые обязанности, может быть, есть смысл вам поискать другую работу? Может быть, вы несчастны здесь? Давайте тогда отдадим вашу должность другому человеку, которому она будет реально нужной и интересной. И все в итоге будут довольны, Нет, Эрик Алиевич, у меня были проблемы личного характера, и это немного выбило меня из колеи. Я очень извиняюсь, что подвела вас. Мне правда нужна эта работа. Через 3 дня будет заседание правления банка. Подготовьте отчет по сегменту малого и среднего бизнеса среди корпоративных клиентов. Сами и презентуете. Задача ясна? Презентовать самой? Угу. В смысле, да, конечно. Ну вот и прекрасно. Посмотрим, как вы дорожите своей работой. Договор принесли? Камила, поверьте, в ваших же интересах, чтобы ваша презентация была не просто хорошей, а идеальной. Ну ничего, я сейчас еще прозвоню пару вариантов, и все будет нормально. Может, это был знак, что надо остановиться? Какой-то это неправильный путь. Говард Шульц получил кредит на свою кофейню Starbucks после 242 отказов. А Уолт Дисней утвердил проект своего первого Диснейленда только с 303-й попытки. А Стив Джобс... Ну, это неправильное сравнение. Ты, как бы сказать, обманываешь людей. Просто в тебе нету духа предпринимательства. Мы с тобой в разных измерениях. Так у тебя свой швейный цех есть. Стоит без дела. Может, ты его снова запустишь? Тоже думал об этом. Но это все долго. Материалы, макеты, швеи, гемор, короче. Ладно, давай ко мне съездим, я переоденусь в костюм, дело одно есть.
Все, ты конкурс не прошла, я пошла домой отспаться. Ну, подожди, объясни нормально, что было. Ну, выпей кофе, взбодрись. Я не хочу взбодриться, я хочу спать. Ну, В общем, я вырядилась в твое платье как дура, а твоя Индира мне говорит, это конкурс фэшн-дизайнеров, а не моделей. Я хотела ей там ответить, но сдержалась. я так хотела пройти этот конкурс. Ладно, давай собираться. Мне еще на работу надо успеть. Добрый день, девушки. Простите, что вмешиваюсь, а вы случайно не дизайнер одежды? Можно и так сказать, а что? Ну, это сразу заметно. У вас такой оригинальный стиль, авторский пиджак, папка с эскизами и платье готовое. Что вы хотели, мы торопимся. Я просто тоже работаю в швейном бизнесе. У меня своя небольшая фабрика. Вот этот человек, который рядом со мной сидит, это мой партнер. Бек, подойди, пожалуйста, на секундочку. Меня зовут Даньяр, это Бекджан. Камила. Очень приятно. А вас? Я подожду тебя на улице. Я просто ищу себе новых дизайнеров, и у меня очень хорошие условия. Мы лучших сотрудников отправляем на стажировку в Милан. Вас бы это заинтересовало? Конечно. А как называется ваша компания? Может, я слышала о ней? Давайте я запишу ваш номер, и мы не спеша все обговорим. Просто не хочу вас задерживать. Хорошо. До свидания. Такая интересная девушка. И такая доверчивая. Ну что за беда там у тебя? О чем ты хотел поговорить? Это... Меня Жанна бросила. Говорит, ни к чему не стремлюсь. Нигде не работаю. В Москву на днях улетает. Ну так это прекрасная новость, брат. Я тебе сейчас кое-что скажу, как твой лучший друг. Ты просто выслушай меня. Вы с Жанной не пара. Если она не была бы такой ведьмой, она бы помогла тебе раскрыться, открыть себе какие-то таланты. Она подавляет тебя, еще чем-то недовольна. Слушай, помоги найти работу, а? Может, она тогда вернется? Вообще не понимаю, что происходит. Да дело не в работе, брат. Вы просто друг другу не подходите. Ну ладно, давай пообедаем, потом в МЧС надо съездить. Что за МЧС? Министерство чрезвычайных ситуаций? Да нам Джиздыша, крупный чиновник. Говорит, какой-то заказ есть для моего цеха. Для фабрики это твоей, миланской? Ну посмотрим, может тебе работа не нравится. Ладно, до свидания. К ней не кати только. Чё? Я не думал даже. Да. Угу. Хорошо. Болот Карабекович может вас принять. Салым Джизды. Бизнесмен пришел. Проходи, присаживайся. Как дела? Ничего, все хорошо. С вашей помощью, надеюсь, все еще лучше будет. Короче, я не знаю, чем ты там занимаешься, но твоя сестра все уши мне прожужжала. Про твой цех и все эти дела. Раз надо помочь, поможем. Тут такое дело. 500 палаток из брезента нужно. Вот образцы. Сроки давно уже прошли. За 20 дней справишься? Конечно, Джизды. Я вам за 7 дней все сделаю. Вообще не проблема. Мне не надо быстро. Мне нужно качественно. Если честно, я недавно в покер проиграл. Серьезно людям задолжал. Поэтому заинтересован, что все было быстрее. Но без ущерба качества. Отлично. Тогда тебе позвонит Джаныш, передаст деньги. Если все нормально сделаешь, хорошо заработаешь. А после 70% мне откатишь. Понял? 70 вам, мне 30. Че, мало? Да нет, я же не жадный.
Ну, я тогда сразу все документы приготовлю, да? Какие документы? Ну там, тендер, чеки. Ты что, самый умный? Тендеру учить меня вздумал? Ты сделай свою работу, я сделаю свою. И что все четко было. Понял? Да, конечно. Смотри, Данчик, тут все серьезно. Я понимаю, мы родственники и все такое. Но если накосячишь, даже сестра не поможет. Понял? Да, понял. Ладно, иди работай. Даньяр! Образцы забыл. Ой, извини, чисто. Бизнесмен, блин. Это он пытается соблазнить танцем вон ту девушку. Еще немного, и она не устоит. Я бы точно не устояла. Да я бы сам не устоял. Испугался искушения и убежал. Я сейчас. Угу. Привет! Привет. Классно танцуешь. Да, я еще разминался. То ли еще будет? Я свои эскизы принесла. Супер! Ну, еще успеем на них взглянуть. Может, пойдем выпьем? Что значит в аэропорт? Ты что, завтра улетаешь? Да, просто скажи мне, отвезешь меня или нет? Слушай, я правда не понимаю, что происходит? Это похоже на какой-то не смешной затянувшийся розыгрыш. Давай сядем нормально, поговорим как взрослые. Слушай, я тебе уже все объяснила. Завтра в 6 часов вечера я должна быть в аэропорту. На самолет я сяду в любом случае. Если хочешь нормально попрощаться, приезжай. Если нет, так сама доеду. Честно говоря, я дизайнер без претензий. Я люблю простые функциональные вещи. Ну, прямые черные брюки, пиджаки, которые не мнутся, блузки, которые подходят и для вечеринки, и для офиса. Ну, например, вышел с работы, и не надо переодеваться, надеваешь каблуки, укладываешь волосы, наносишь красную помаду и идешь в клуб. Я с первого взгляда понял, что ты очень талантлива. В своей компании я создаю условия для тех, кто мыслит оригинально и смело. Это так классно то, чем ты занимаешься. Только вот почему я никогда не слышала о твоей компании? Многие бизнесмены ищут славы, признания. Я же человек практичный. Как только о тебе узнают, начинается зависть, интриги, проверки из налоговой. Успешным людям, наверное, тяжелее, чем всем остальным. У каждого своя ноша. Что уж тут скрывать. Привет, Даниэль. Как отдыхается? Спасибо. Хорошо? Пойдем, отойдем. Здесь шумно. Даниэль, нехорошо долги серьезным людям задерживать. Знаешь, как в религии говорят, долги, как и грехи, мы с собой в могилу уносим. У меня проблемы немного с деньгами были. Ну сейчас все замечательно. Бизнес в гору пошел. Я вам через 2 недели все отдам. У него проблемы? Его не побьют? Да не, нормально все. Я его давно знаю. С ним все в порядке будет.
Ребят, а вы что такие кислые? У тебя все в порядке? У меня? У меня все шикарно. Бизнес растет, дела движутся. Я же говорил, у него всегда все замечательно. Вот везет же некоторым. Вот ты, Данияр. Швейный бизнес, дизайн, экспорт в Европу. Можно сказать, мечта, а не работа. А в чем проблема? Ты талантлива, я предприимчив. Давай работать вместе. Все шутишь. А я иногда реально хочу все бросить. Только как это сделать? Я же не первокурсница, чтобы взять и карьеру поменять. Столько училась. Да какие шутки? Это наши лучшие годы. Увольняйся прям завтра. Вместе начнем заниматься дизайном. У меня как раз крупный заказ наметился. А чтобы нам не было скучно вдвоем, возьмем с собой Бигджана. А то он без своей Жанны стал как нюня. Я не нюня. Нюня. Хватит. Нюня! Ну все, Дэн, хорош. Я не знаю, я не определился, чем хочу заниматься. Я еще нашел себя. Я тебя понимаю. Как взять и бросить все? Это страшно, и никто не поддерживает. Я же вас поддерживаю. Им тут бизнес предлагаешь, они носы воротят. Так что, как знаете, у меня с этим проектом работы будет не впроворот. На вашей должности целая очередь. Так что не пропаду. Кто первый до бассейна? В нем всегда столько энергии. Это его лучшая черта. Подводя итог, хотелось бы напомнить, что наш банк очень прочно держится в сегменте сельхозбизнеса. Нам доверяют простые люди из регионов, поэтому при развитии очень важно не только вносить новшества, но и не потерять связь с нашими самыми лояльными клиентами. Камила, через 15 минут зайдите ко мне. Ну как вам? Все было прекрасно. Индира, здравствуйте. Вы меня не знаете, но я участвовала в вашем конкурсе молодых дизайнеров. Ну, пару дней назад. Я всех участников помню. Вас на этом кастинге не было. Да, я тогда не смогла остаться, но мое платье презентовала модель. А, так это вы тут гений презентации? Да, неловко вышло. Вы знаете, я работаю в банке, но очень хочу стать дизайнером. Я, конечно, понимаю, что я не гений, но это мое любимое дело. Как вы думаете, мне стоит увольняться и идти за своей мечтой? Вас что, в этом банке цепями держат? Делайте, что хотите. То есть вы мне советуете уволиться? Девушка, мне нет дела ни до вас, ни до вашей ситуации. Хотите идти за мечтой? Идите. Хотите страдать? Страдайте. Мне своих забот хватает. До свидания. Можно? Да, заходи, Камил. О, присаживайся. Камил, скажу тебе прямо, ты меня сегодня очень порадовал. Наконец-то я вижу в тебе стремление расти на твоей работе. Я понимаю, ты творческая личность, и это не самая захватывающая работа для тебя. Но кто-то ее должен делать. И ты сегодня ее сделала просто замечательно. Да, в нашей работе есть свои сложности, но разве не они делают ее такой интересной? Простите, я так не могу. В смысле? Я не могу больше здесь работать. Извините.
Бигджан, все у тебя будет хорошо. Это отличный шанс для тебя и для меня начать новую жизнь. Начать все заново. Да я не хочу заново, я по-старому хочу. У нас все было хорошо, почему ты этого не ценишь? Алло? Дэн, привет. Привет. Я долго думала о твоем предложении. Я решила идти за своей мечтой. Я уволилась с банка. Как? Ты серьезно? Да, только что. Не думал, что ты так быстро. Ну, подъезжай тогда в цех. Я адрес сейчас скину в WhatsApp. Я сейчас. Жанна, я тебя люблю. Возможно, мы привыкаем к тому, что кто-то нас любит, и забываем, что это так важно и ценно. Но ты мне нужна. Ты моя судьба. Мы через все пройдем вместе, не улетай. Поэтому я и улетаю. Так я и не достучалась до тебя. Ну как ты не можешь понять, что дело не в полевых цветах или даже этих розах? Дело в тебе. Я улетаю не из Бишкека, а от тебя. Пойми, ты добрый, заботливый. Я правда хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Но ждать, когда ты как мужчина возьмешься за свою жизнь, я устала. Я хочу, чтобы был рядом со мной кто-то сильный, кто бы мне просто сказал: «Жан, не морочь себе голову, я сам все сделаю правильно». А ты как овощ. Очнись, наконец. Может, тогда что-то в твоей жизни изменится. Прощай. Я не овощ. Салам, Дэн. Предложение о работе еще в силе? Да вы что, сговорились, что ли? Ты будешь смеяться. Ну приезжай в цех. Это и есть тот знаменитый цех? Ребят, скажите, что вы меня разыгрываете, я же с работы уволилась. Да не паникуй. Да, немного пыльно. Ну, место же ведь неплохое. Тем более у нас заказ крупный есть. Ужас, на что я подписалась? Так, давайте без паники. Дэн, я в тебя верю, но какой план? Ладно, что за заказ? Платья, костюмы, этника, что? Палатки. Палатки? Для МЧС. Интересно, меня обратно в банк возьмут? Я же назвала его кладбищем надежд. Какая я дура. Спокойно, ребят. Заказ реальный. Предоплата уже есть. Я же не думал, что вы так вместе быстро соберетесь. Да я даже никогда не занималась палатками. Я не знаю, как их делать. Не переживай. Здесь образцы, документы, Google, YouTube. Все нам в помощь. Окей, Google. Как убить себя безболезненно? Короче, работы много. Чем скорее начнем, тем лучше. Бег, бери тряпку и вон там вытирай пыль. Че я там должен вытирать? Давай я вон коробки переставлю. Давайте тогда чекнемся. Камень, ножницы, бумага. А кто проиграет, тот и будет самую грязную работу делать. А? Раз, два, три.